прямом эфире на ТНВ новости Татарстана, в студии Милевша Кашапова. Доброе утро. Сегодня единый день голосования. Избирательные участки открылись ровно в 8 утра. Напомним, за первые 2 дня в Татарстане проголосовало 49,7% избирателей. Об этом рассказал председатель Республиканского центра избиркома Андрей Кондратьев. По активности избирателей Татарстан в лидерах по России. Серьезных нарушений за 2 дня голосования не зафиксировано. Вопросы в основном касались мест расположения передвижных участков. Сегодня голосование будет проходить только на стационарных. Ни на одном из участков не было замечено избирателей с повышенной температурой. Выборы проходили с соблюдением всех санитарных норм. Итак, 2 дня предварительного голосования прошли. Многие, скорее всего, отправятся на свои участки именно сегодня. А потому Салават Мухаммадуллин напомнит о всех цифрах и тонкостях сразу 4 избирательных кампаний. Правом голоса на этих выборах обладают 2 937 257 человек. Все они имеют возможность выбрать президента Татарстана. Его полномочия будут действовать 5 лет. Параллельно с выборами президента в республике идут еще 3 избирательные кампании. В районах, городах и в сельских поселениях проходят выборы депутатов в муниципальные органы власти. То есть избиратель, если он голосует по месту прописки, получит уже минимум 2 бюллетеня. При этом в каждом населенном пункте свои особенности. Где-то будут голосовать только за одномандатников, а где-то и за кандидатов по партийным спискам. В Нижнекамском избирательном округе голосующим дополнительно выдают бюллетень со списком кандидатов в депутаты Госдумы. До этого Татарстан в Нижней палате российского парламента представлял Айрат Хайруллин, трагически погибший в феврале этого года. Депутата, но уже в татарстанский парламент выбирают жители Елабужского избирательного округа. На прошлых выборах большинство из них проголосовали за Геннадия Емельянова, который позже стал сенатором в Совете Федерации страны. Кто займет его место в Госсовете, станет известно после подсчета голосов. Таким образом, на руках у татарстанского избирателя может оказаться минимум 2, максимум 4 бюллетеня. Все зависит от места прописки и голосования. На всех избирательных участках республики продолжают действовать особые меры защиты от коронавируса. На каждом дезинфекторы, комплексы с масками и перчатками. Чего еще стоит ждать тому, кто сегодня пойдет на выборы, расскажет Рамиль Шайдуллин. Как театр начинается с вешалки, так и избирательный участок с обязательной термометрией. Хорошо, спасибо. Дезинфекции. Конечно, это не все. Перчатки, маски, а еще и одноразовые ручки тоже никто не отменял. Все это в специальных комплектах, которые выдают прямо на входе. Надев на себя средства защиты, избиратель и заходит на участок. Вообще этап подготовки, наверное, самое сложное, что есть в процессе голосования, но все намного проще, если подготовиться к нему заранее. Например, заранее подготовить паспорт. Он обязателен. Удостоверив свою личность, избиратель берет в руки ту самую распакованную авторучку и затем получает бюллетень. Ну а дальше начинается самое важное и оттого и самое интересное – сам процесс голосования. Как он происходит? Избиратель берет бюллетень, подходит в одну из кабинок. Как видно здесь, они работают через одну для социального дистанцирования. Ну а дальше классика. Он ставит пометку, затем берет бюллетень, кладет ее в урну, но отсюда сразу же на выход. Как говорится, с чистой совестью и на свежий воздух. Рамиль Шайдуллин, Шад Мухаметов, ТНВ, Казань. Сегодня в едином информационном центре целый день работают наши корреспонденты. Ежечасно будут проходить пресс-конференции о ходе выборов. И первая начинается в эти минуты. Алия Хайрудинова готова рассказать о старте единого дня голосования. Доброе утро, Алия. Доброе утро, Милевша. Мы сейчас находимся в едином информационном центре выборов. Очень волнительный день, 13 сентября, единый день голосования. В 8 часов утра заработали все избирательные участковые комиссии по Татарстану. Их 2807. И как накануне отметил председатель ЦИК, уже без малого половина сделали свой выбор. И если быть точнее, это 49,7%. Все проходило, как вы уже отметили, в штатном режиме. Звонки, конечно, поступали, но в основном вопросы касались местонахождения того или иного избирателя
избирательного участка, и все оперативно решалось. Кстати, сегодня можно будет проголосовать только на стационарных участках и на дому. Это касается маломобильных групп населения. А мобильные избирательные участки, которые были развернуты в автобусах или в шатрах на придомовых территориях, сегодня уже работать не будут. Кстати, буквально через несколько минут уже начнется первая на сегодня пресс-конференция председателя ЦИКа Андрея Кондратьева. Уже потихоньку начинают собираться журналисты. Уверены, что информация будет меняться постоянно, и мы постараемся оперативно доносить ее до наших телезрителей. Поэтому этот исторический день я предлагаю всем нам провести вместе. Милюша, вам слово. Да, спасибо, Алия. Я напомню, с нами на прямой связи была Алия Хайрудинова из Единого информационного центра. Ну, а теперь перенесемся в Альметьевск. Там активисты клуба «Колесо» всей дружной командой приехали на избирательный участок на велосипедах. Больше 300 участников. Они еще раз показали, что Альметьевск – город велосипедистов. Почему альметьевцы с двухколесным другом не расстаются ни на минуту, узнала Филюза Хамедуллина. На велодорожках города настоящая пробка. На парковках у избирательных участков места всем сегодня не хватит, шутят велосипедисты. Всем клубам они поехали сегодня на выборы. И в магазины ездим, и на тренировки мы ездим. И вот на избирательный участок тоже приехали на велосипеде. Гузель Идрисовой 72 года. Велосипед – это мои ноги, говорит она. Начала ездить на двухколесном транспорте, когда работала почтальоном. И с тех пор с ним не расстается. Машина – это просто удовольствие, просто ездить и кататься. Ну, плюс еще расходы, бензин, там заправка, и потом обслуживание. А велосипед – это здоровье. На велосипеде сегодня и Альфред Валиуллин. Для него это первые выборы, а велосипед – дело привычное. 3 года учился в Китае и даже там не расставался со своим двухколесным другом. Да, я сегодня приехал на велосипеде голосовать за президента, потому что это наше будущее, это очень важно. Раньше я не мог голосовать, потому что находился за границей. На моей памяти где-то, наверное, 5-е выборы президента. Мы вместе собрались и приехали дружно, с хорошим настроением. Клара Мингазова села на велосипед еще 15 лет назад. Тогда не было ни велодорожек, ни парковок. Радуется, что теперь есть все условия. Пенсионеры города объединились в клуб, назвали «Колесо». Благодаря нефтяникам Совет ветеранов 2 года назад приобрел больше 200 велосипедов. Пенсионеры пользуются ими бесплатно. Отлаженная наша система, она предполагает наличие велосипедов в спортивном клубе. Внутри клуба они катаются и меняют затем хозяина. Когда открылся пункт проката, я начала кататься со стадиона, научилась кататься, вспомнила, как нужно кататься, и с удовольствием сейчас катаюсь на велосипеде. Больше 100 километров велодорожек, парковки, пункты проката, чемпионаты по велогонкам. Альметьевск можно назвать городом для велосипедистов. Даже специально подальше от дома уезжаю за продуктами. Для меня это наслаждение, поэтому и сюда на велосипеде приехала. Ну, то есть я уже просто привыкла на нем кататься. С каждым годом велосипедистов становится все больше и больше. Альметьевцы уверены, каким будет город в будущем, зависит только от них. Движение – это жизнь! Движение – это класс! Филюза Хамедуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. В Казани сегодня пройдет концертная программа с участием звезд татарской и российской эстрады. И все, что нужно будет для того, чтобы попасть на шоу, специальный браслет, выдаваемый каждому проголосовавшему. Он начнется в 4 вечера, но уже днем горожан тоже ждет много интересного. Да, друзья, это было жарко. В день единого голосования в Казани снова праздник. Десятки точек на карте города, куда можно прийти сразу с избирательного участка. Главные торжества в этот день будут происходить здесь, у Акбарс-арены, где уже в полдень начнутся фестивали, и заработают всевозможные площадки. Ведь территория будет разделена на несколько тематических зон. Например, на одной татарскую классику будут читать известные писатели, на другой в литературном батле схлестнутся молодые литераторы. Интерактивная программа на стадионе будет насыщенной. Здесь и киберспорт, и площадка экстрима. Кроме этого, с 12 и до 6 вечера казанцев ждут активные игры и даже мастер-классы по танцам. Принять участие будет нетрудно. Достаточно специального браслета. Событием вечера станет концертная программа. Выступят хор турецкого, Нюша, Анвар Нургалиев, Клава Кока, Гузель Уразова и Валерия. На сцене будут топовые артисты татарстанской и российской эстрады. После салют. Рамиль Шайдуллин, Шадмухаметов, ТНВ, Казань.
Сегодня единый день голосования. Каждый час на нашем канале смотрите информационные выпуски о ходе выборов. А вечером в прямом эфире вы сможете увидеть концертную программу у Ак Барс Арены. До встречи.